Сила духа и сила рук. Их спортивному азарту можно только позавидовать. На спортивной площадке развернулась самая серьезная конкуренция. Среди основных претендентов на золото – воспитанники спортивно-адаптивной школы «Ломонас» и Всероссийское общество глухих. Этот чемпионат собрал около 20 человек, неравнодушных к армрестлингу. Я могу похвастаться, буквально недели 2-3 максимум назад наши ребята вернулись из Польши, города Румия, где они принимали участие во втором чемпионате мира по армрестлингу среди инвалидов по слуху. Они выступали в составе сборной России. И наши ребята взяли 3 золотые и 4 серебряные медали. Схитрить на спаррингах у тренера Муслима Гишаева не удается никому. Он пристально, но справедливо следит за каждым приемом спортсменов. По словам мужчины, даже если атлету не суждено стать чемпионом, тренер никогда не попросит его оставить зал. Муслим уверен, что занятия армспортом могут приносить не только титулы и медали, но и менять судьбу. Делать то, что невозможно измерить никакими наградами. У нас только недавно открылась школа, где мы готовим спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Заниматься с ребятами приходится не так, как со здоровыми людьми. Для них создана специальная программа подготовки. Мы проводим с ними не только физическую, но и психологическую подготовку. Они делают только первые шаги, но я верю, будет лучше. По данным Всероссийской организации здравоохранения, люди с ограниченными возможностями здоровья составляют около 10% населения Земли. Физическая культура и спорт являются одним из важнейших направлений реабилитации инвалидов и их интеграции в обществе. Подобные мероприятия не только расширяют их функциональные возможности, но и мобилизируют волю ребят. Я рад, что принял участие в этом первенстве. Мои соперники были сложными, но интересными. Как и в любом виде спорта, здесь есть свои победители и побежденные. И тем не менее, на турнире собрались не просто спортсмены, но сильные духом люди, которые борются каждый день и каждую минуту. Земфира Лолаева, Магомед Мударов. Новости.